Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Я яшчэ раз нагадываю, што эфір, які у нас сёння мусіў бы быць з Настасьяй Касцюговай, з-за яе хваробы перанёсся на пятніцу. Таму чакайце у пятніцу, а зараз вітайце чарговы запланаваны эфір і сустрэча наша чарговая з блогеркай і былой палізняволенай Вольгай Такарчук. Прывітанне, Вольга. Вітаю. Так, это на цяпер такая радостная. Зараз мы закранем тэмы, якія, як мы жартуем паміж сабой, подрываюць Вольгу, і тады яна падарвецца і пачне раздаваць направо і налево эмоцыі і каментары. А на эмоцыі яна у нас багатая. Наколькі я назіраў за тваімі эмацыянальнымі абмеркаваннямі і выказваннямі, найбольш цябе закранула тэма, некалькі тэмаў, але адна з іх гэта звязаная с поездками беларусаў у Россию на адпачынак, в Россиюшку на морюшка, да? И слухай, я днями бачыў такое, как бы таксама такой допіс, не допіс, відэо кароткае аднаго беларускага дальнабоя там ці што-то, які там працуе, там ездзіць по России, і ён прыязджаў там каля чарговай чаргі, каля заправкі, і такі сярод іншага кажа: я палітыкай не цікаўлюся. Вот кто мне патлумач, что такое адбываецца, что это вот такое вот. Слухай, і з гэтай нагоды давай з гэтага і пачнем. Слухай, жывуць людзі простыя, звычайныя людзі, сваё простае звычайнае жыццё, атрымліваюць невялікія радасці ад тых магчымасцяў, якія ў іх ёсць. І вось зараз склалася такая сітуацыя, там візу атрымаць цяжка, у Европу яшчэ і праехаць, атрымаўшы візу, таксама складана. У Турцыі все гэты адпачынак падаражэў у параўнанні з мінулым годам на 15-20%. Іншыя краіны з-за гэтай вот вайнушкі, развязанай Трампам, таксама ёсць пэўныя складанасці. Што рабіць людзям, сыходзячы з іх магчымасцяў, але і пры жаданні ўсё ж таки адпачыць нейкім чынам, едуць. Вот куды ёсць магчымасць, туды і едуць. Беларускія санаторыі тоже беларусам как-то не очень по карману. Слушай, во-первых, я поражаюсь, неужели еще есть люди, которые, ладно, не интересуются политикой, но не понимают, что происходит. Но мне кажется, про войну в Украине, которую развязала Россия, знает уже и старый млад, как говорится, абсолютно любой человек. И просто поразмыслить своей головой, что в Россию ехать небезопасно, потому что война, и война уже вернулась в Россию, почитать, или не надо вглубь влазить этой темы. Поверхностно почитайте новости, что Украина отвечает сейчас России, обстреливает МПЗ. Где ты почитаешь это? Ты зойдешь на вот этот вот онлайнер, например. Там что? Там пишут про то, что Россия Россия разбомбленная все АЗС и все остальное. YouTube не закрыт у нас. Есть телеграм-каналы. При желании можно найти. Но что за детский сад? При желании, взрослые ж люди. Что взрослые люди не найдут, где почитать, это первое. Второе, я понимаю, что нету денег там, поэтому Крым самое оптимальное, дешевое, все, не интересуйтесь политикой. Хорошо, турфирмы, фирмы-перевозчики, они обязаны интересоваться и обязаны выбирать безопасный маршрут для людей, чтобы не подвергать их жизнь опасности. А когда произошел инцидент в Брянске с автобусом с детьми, и про это писали и говорили все абсолютно, они обязаны были пересмотреть маршрут и не ехать через Брянск. Им же самый хозяин Лукаш говорит: не надо без надобности ехать. Луку-то они смотрят, тех, кто не интересуется политикой. Телевизор же смотрят. И вот эти вот турфирмы, они в первую очередь виноваты, потому что они не пересмотрели маршрут. А людям, которые собираются, действительно, у меня одно только пожелание: пожалуйста, откройте и почитайте, что происходит. Летают беспилотники везде идут обстрелы. В Крыму полная
Опа, как говорится, бензина нету. Сегодня пришла новость, что полностью весь Крым отключили от электричества. Вы не подзарядите телефоны, проблемы в магазинах, везде проблемы, нехватка товара, товар выдается по талонам, уже по 3 штуки только. Да, это большую часть касается, конечно, не отдыхающих, а людей, которые проживают в Крыму, но ведь и много кто едет не по путевкам не санатории, что там, в отеле, да, что там в Крыму, сейчас не была в Крыму с 2011 года. Вот. Многие просто снимают какие-то квартиры. И надо интересоваться и понимать, куда вы едете, что вы можете не уехать, вы можете не доехать. Не едут же яны ў Крым, яны уже как бы, да, уже не такие недосведчаныя, размінаюсь, едуць вон в Анапу, в Геленджик, куды так вот свою бабу не довез этот самый Ленинград. Вот, правильно, конечно. Ну так опять повторюсь, почитайте, как обстреливают Москву, и что Украина уже придумала свое оружие, свои ракеты, свои дроны, дальнобои, которые долетят до любой точки. И понятно, что Украина еще не была замечена, чтобы она целенаправленно уничтожала там жилые помещения, дома с гражданскими, да. Но там есть дебилы россияне, которые сбивают эти дроны над домами, им плевать, где упадут осколки и кто пострадает. Ну надо же немножко включаться. 5-й год войны, Дим, не 5-й день. 5-й год, ну за 5 лет, ну уже чуть-чуть, хоть чуть-чуть поразмыслить. Я понимаю, многие из категории «авось пронесет», а вот я почитал, там из 100 комментариев не ехать, один написал «да все нормально, едьте», да, о, такой зацепился за соломинку, поеду, авось пронесет. Да, может быть, авось пронесет. Авось как с брянским автобусом не пронесло. И вам что дороже, море или жизнь? Я не знаю, как можно ставить на кон вот это вот моя жизнь или мне в этом году принципиально увидеть море. Ну, для меня это непонятно. Я никогда не пойму этих людей. А тем более я не пойму турфирмы, эти фирмы-перевозчики, которые не меняют маршруты и не делают эти маршруты безопасны. И в том, что был обстрелян второй автобус, виновата в первую очередь турфирма, которая не поменяла маршрут. Ну, як слушна заўважаюць, турыстычным фірмам патрэбныя грошы, у гэтым яны усе. Па-другое, ну мы ж 4 года там ці колькі там 5 гадоў ездзілі гэтым маршрутам, і ўсё было нормально. Ну зараз так здарылася с адным. Ну а далей все будзе нормально, там людзі ж едуць, надо экономіць, как бы все такое. Тут падыход такі, ніхто ж ніколі не адмяняў, як там кажуць, пакуль гром не грымне, мужик не перахрысціцца. Ну, понимаешь, вы же рискуете не своей жизнью рискуете. Это ваша жизнь, вы за нее отвечаете. Вы рискуете жизнью других людей. Если они берут на себя такую колоссальную ответственность, не понимая, что может произойти, ну, это их проблема, и таких людей надо судить, потому что вы отвечаете за жизни людей. З іншага боку, вот ты кажаш, что можна зайсці, паглядзець, калі людзі жывуць, это можа мы живем вот у сваёй такой вот інфапрасторы, там ці ў сваёй бурбалцы, дзе ёсць інфармацыя пра абстрэлы Москвы, НПЗ расійскіх і гэтак далей. У той же час ёсць і інфармацыі пра абстрэлы Кіева і ўсяго астатняга, а яны жывуць у сваёй бурбалцы, якую ёй стварае расійскае тэлебачанне, якое кажа пра тое, што расійскае войско там, ну вот, ну уже и весь Донбасс, так бы мовить, от этих бандерофашистов вызволить, что там уже всех самых страшных и так знищили. С другого боку, белорусская пропаганда, якая дзейнічае у русле российской и не дае фактично ничего, что ты там по БТ побачишь кадры летающей крышки московского НПЗ? Не. Вот яны жывуць у сваёй бурбалцы, яны ведаюць, что там ідзе вайна, конечно, ведаюць, но там же ж это вот там в Украине, там стреляюць толькі туды, где-то там, сюды, как бы все нормально, мы все проедем. Вот яны бурбалка, что як тут пробиться? А калі ты не маеш нават подозрение, что а можа там нават до Москвы долетае, чего ты полезешь нешта там глядеть и проверять? 21 век. Мне смешно, когда говорят, что не могут, не знают информацию, живут в информационном вакууме, только телевизор и так далее. Они не могут, не хотят. Так проще. Не знаю, значит, могу
спокойно ехать. Ну, тогда, повторюсь, дам свой совет, который уже неоднократно давала. Берите с собой черные пакеты, берите с собой то, что может ехать здесь без бензина, берите с собой голубей, чтобы на материк отправлять тревожные сообщения, потому что вы не сможете подзарядить свои телефоны. И не берите с собой детей, потому что дети не виноваты, что вы долбоебы. Могу посоветовать только это. Если людям лень, или от недальновидности, или просто, ну, я не знаю, чем мотивировано, не открыть телефон и не посмотреть, что происходит в том регионе, в который вы едете отдыхать. Ну, все, могу только сказать, что это ваши проблемы. Хотите рисковать своей жизнью — рискуйте. Море дороже, ну, дай бог, чтобы вы до этого моря доехали, и дай бог, чтобы вы с этого моря вернулись. Бач, асабліва на гэтым фоне как бы вот, ну, здзіўляюць, нават не ведаю тут у якім сэнсе здзіўляюць такія відэо, калі там сям'я піша: вот мы нарэшце сели, запакаваліся ў наш аўтамабіль з 2 дзецьмі, мы ж прадуманыя, мы інфармацыю ведаем, мы затарылі каністрамі з бензіна, таму што там у России праблемы, і мы горда сейчас праз Россию со сваім беларускім бензінам как памчым, то бок все ведаюць, яны разумеюць, затарыліся бензінам, пасадзілі дзяцей малых там 2 дзяўчынак и поехали. Ці там гісторыя таксама мяне порадовала с этой некромастачкой Жигемонт, которая рассказывала: мы тут сможем, собрались с Жигемондом со своим, собрались на море в Россию, мы что тоже в курсе, что там робится, вырашили канистрочек прикупить. Вот. А самые танные канистры, сказал мне Жигемонт, в магазине от ИК-2 по 60 рублей. Но пока мы отмораживались и думали, идти не идти за теми канистрами, там все раскупили. А во всех остальных калякрамов у перекупов по 120. Но мы нашли, купили 2 опошние на заправце по 97. Видишь, еще и похвалились, молодцы какие. Сейчас по 97 канистры купили, затарятся и поедут, все нормально. Видишь, это история поспеху. Это история тупости. Те, кто берут с собой своих детей, таких родителей надо, ну, сейчас в отдых, там, где небезопасно, таких родителей надо лишать родительских прав. Потому что, опять-таки, ваши дети не виноваты, что вы придурки, и вы подвергаете их жизнь опасности. Что касается канистры, мы все равно прямся через Россию. Ну, молодцы, попадет в вас что-нибудь, будете еще ярче гореть. Может быть, повторите эффект крышки НПЗ московского. Ну, что мне... Я не знаю, что я могу мне сказать таким людям. Потому что ты правильно сказал, они все знают, они все читают. И все равно почему-то им риска не хватает. Ну, пускай сходят на скалодром, прыгнут с парашюта. Я не понимаю. Ну, рискните так своей жизнью. А еще вы при этом рискуете жизнью своих детей. От того, что вы их родили, они не ваша собственность, вы не имеете права рисковать их жизнью, а они вам верят. Потому что любой ребенок верит своему родителю и никогда не подумает, что родитель может причинить ему вред или рискнуть его жизнью. Поэтому они собираются с родителями, едут, а потом получается то, что получается. Понимаешь, и в Брянске вот сейчас попало, да где угодно может попасть. Каждый день что-то меняется, каждый день обстреливаются новые территории, каждый день в новые территории прилетают дроны, летают ракеты. Ну как можно так рисковать? Повторюсь, на 5-й год войны. На 5-й, год, Дима, на 5-й. Ну что в голове? Ну неужели там реально, как шутили в детстве, нитка, которая уши связывает, и все. И просто пустота остальная. И таракан бегает. Вот что тебе пишут на 5-й год войны ябатьки. А вы такие умные, ни разу не осудили хохлов-убийц, а только брехать на свою страну. Знаешь, это вот хохлы-убийцы сегодня целую ночь и целую раницу бомбили Киев ракетами баллистичными. Киев не мог ничего ответить, потому что у них нету Patreon. Ну, класс, я сегодня читала, я один поражалась вот эта обеспокоенность Запада, а ебатькам могу так сказать, не, как они называют, хохлы, а точнее украинцы, начали эту войну. И они себя защищают. Не начал бы Путин войну, не пошли бы ушлепки россияне миллионами воевать в Украину, а виноват не только Путин, виноваты все, кто идут, соглашаются, военные, которые заставляют подписывать контракты, кто делает мобилизацию. Все, там вся страна ущербных таких уродов. Вот если бы они не начали,
украинцам не надо было бы защищаться. Они отвечают. И они не бьют по мирным населениям. Повторю, для ебатик, если вы вообще тупые и не понимаете, Украина не убила в России еще ни одного россиянина. Если там кто-то и погиб только от того, что свои же сбивают украинские дроны над жилыми домами. Вот и прилетает. А то, что они бьют по МПЗ, они заслужили, потому что этот бензин идет на армию, на танки и на всю технику, которая воюет в Украине. Пускай горят нахрен там все эти МПЗ. Скоро наш бензин закончится. Казахи там вроде как сказали, мы передумали отдавать. Вот. Ну и пускай сосут. Вот хотел Путин движухи, вот получайте вашу движуху. Да, как там, вот ты вот кажешь, пускай сосуд. Нет. Даже галоўны санитарный доктор Крыма сказал: крымчане, хватит сосать, а то вот Да, отравлений очень видео. много. Перестаньте сосать. Я так смеялась, думаю, блин, а то берут шланг в рот и давай отсасывать. Да, берут что ни попадя и давай. Это было шикарно. Слухай, вот калі ўжо ўзгадалі гэтыя абстрэлы, я ведаю, что ты адсочваеш рэакцыю ў соцсетках з розных бакоў. Як табе спадабалася рэакцыя вот этого вот миролюбивого русского населения Московии на вот гэтыя абстрэлы усе Киева, балістыка і ўсім астатнім, мирных просто жилых домов? Ну, уроды они все. Это нация уродов. И когда они начинают писать: это вам ответ за Москву, за Московию это вам ответ за Ленинград, у них вообще, видимо, отсутствуют какие-то причинно-следственные связи, да, что войну начали вы начали войну, и вы получаете в ответ. Вот. И, конечно, для меня это дикость. Дикость, все их кружочки плачущие. А за что нам? А почему нам вот прилетает? Я тут с 4-месячной дочкой. Почему я должна слушать все эти обстрелы? А украинцы должны слушать эти обстрелы уже 5-й год. А у них нету 4-месячных детей, для которых вот это детство под обстрелами и в этих, куда они там прячутся, господи, в метро там, да, для них это становится нормой. Они не в куклы играют, понимаешь, а прячутся и ждут, когда прилетит в следующий раз. А сколько детей лишилось родителей, а сколько родителей лишилось детей? Это вас 5-й год войны не интересовало, а теперь как вам начало прилетать, вот заинтересовало. Как же это мы теперь будем под обстрелами? Нам так страшно, так страшно, так страшно. Так вот посмотрите, как украинцы живут. И что с их страной сделала ваша гребаная страна. Почувствуйте. И может, когда вы прочувствуете хоть на 1% то, что чувствуют украинцы, что переживают мирные люди, гражданские, может, тогда в ваших головах что-нибудь изменится, и вы, может быть, начнете как-то действовать, говорить, я не знаю, что-то хотя бы, предпринимать какие-то действия против войны, против путинского режима. И, конечно, когда они вот это вот пишут, как мы рады, ну, это дичь просто. Ну и получаете тогда жизнь без интернета, жизнь без бензина, обстрелы и все ответки, которые устраивает вам Украина. Вы это заслужили. Да, ніхто не спадзяваўся, что, конечно, там я маю на увазе, что война вернется им, то есть яны-то яе отправляли туды. Вот, мы тут движуху свою, гойду эту свою. А что это гойда и движуха пришла до их? Причем не где-нибудь там у памежные территории, что можно там как бы казать, мерковать, что нечто там долетело, шальная куля. А коли до Урала долетая, куда николи не долетала, то как бы оба-на, а нас-то за что? Ну, как сказал Путин, что там скучно, застой, ну, теперь у них весело. И теперь у вас, россияне, везде отстой, а не застой. Как там Путин, чтоб пули свистели у виска, чтоб ужас. Ну, не ужас, а просто ужас. Ну, вот получаете и ужас, и получите и ужас, и ужас. А пока веселитесь. Ну, украинцы очень стараются для того, чтобы вам было весело. Делают для этого максимально все, чтобы ваша движуха продолжалась как можно веселее. Слухай, давай троху вернемся да вось гэтай сітуацыі з аўтобусамі і ўвогуле парадамі не ехаць у Россию, ну, типа устрымацца ад поездак у Россию. Таксама как бы завуалировано так сказали, не сказали, что ж война,
которую распачала Россия і якая ў Россию вярнулася, можа закрануць і тых, хто у Россию прыязджае. Ну але ўсё ж таки такія парады прогучалі і ад того ж самага Вольфовича і ад МЗС лукашэнкаўскага. Но пропаганда, но твой-то любимец Грыша кричит, что вот эти вот надо, вот их вот, мы их тут всех. Так что-то там как-то не срослось, методички не дошли, те адмыслова методички дают іншие, те там просто рвет так, что уже как бы не прослуховываются до методичек. Ну, во-первых, да, Гриша, я думаю, рвет. У Гриши, знаешь, есть такая особенность, он не дожидается методичек. Вот что-то вышло, он не дожидается реакции хозяина, реакции лукашеновской вот этой вот администрации, что скажут говорить. Вот все остальные поосторожнее так. Они подождут какое-то время, а потом осторожненько высказываются. Ну, а Гришу сразу рвет, из Гриши выходит весь словесный понос, а когда раздают потом методичку и оказывается, что он в нее не попал, ну, Гриша начинает переобуваться в полете. Вот. Но это его естественное состояние, он это очень хорошо умеет, поэтому я радуюсь таким вещам. А то, что начали высказываться, ну, спасибо Вольфовичу, что хотя бы уже начал высказываться, что не стоит. Может, хоть кто-то прислушается. Вот. А мне кажется, что им сейчас просто надо какое-то четкие указания дать всем этим турфирмам, чтобы обязательно была смена маршрута, а лучше в этом году отменены все маршруты в Крым. Мне кажется, это, несмотря на то, что они там все уроды и жизни белорусов для них не значит, но, может быть, хотя бы тут они спасут какое-то энное количество белорусов своим указом о запрете выезда куда-то. Ну, будем спадзявацца, что как бы нешта ўратуецца. Так, пытанне было до цябе ад вожыка патрыёта. Зараз нешта тут шмат каментароў, розныя там боты і чаравікі паналезлі ў каментары. Ці бачыла Вольга патугі паказаць усенароднае свята 3 ліпеня? Нават ще і штучны інтэлект канцэрты намалявалі. Навошта раптоўна такі дэманстратыўны суверэнітэт? Баяцца наплыву расейцаў? Если честно, не смотрела. Не читала, не смотрела, не листала, не хотела, потому что из праздника, их праздника в праздник ничего нового и интересного, кроме того, что вылазят новые какие-то фрики с флагами, песнями, какими-то несуразными костюмами, как они считают, креативными там сценками, выступлениями и так далее. Ну, не происходит ничего, поэтому мне абсолютно было неинтересно. Мне попадались какие-то видосы, как там чувак Иванушек перепевал International, как Солодуху там наконец-то с деревни привезли в город, и он там перед минчанами ходил со своим виноградом, понимаешь? Ну, какие-то такие отдельные. Ну, если людям нравится участвовать в этом цирке и позориться, ну, на здоровье, им же свои мозги в голову не всунешь, а с другой стороны у белорусов так... Я не беру сейчас особо дебилов, которые реально там наряжаются, флаги устраивают, ну, всю эту дичь, да, а которые просто, например, выходят там в город, где-то сидят в кафе, там, вот, то, ты знаешь, у наших белорусов действительно настолько сейчас тяжелая жизнь со всеми этими штрафами, запретами, подорожанием цен, спадом экономики, никуда нельзя, сейчас вот и в Крым нельзя, никуда, и ничего, что, но, может быть, вот такие вот моменты, они должны быть какого-то, когда отпускаешь, все, идешь в город, вспоминаешь прежние добрые времена, когда все это было красиво, безопасно, весело, все ходили счастливые, не запуганные, не серые, знаешь. И, может, такие тоже должны быть какие-то дни. Я сейчас не за праздник, да, 3 июля, я просто про то, что должны быть, наверное, какие-то такие дни. Мы обязательно к ним вернемся, только с правильной музыкой, с правильными артистами, с правильными традициями. Все это будет. А пока, если кому-то стало легче и весело в этот день, ну, на здоровье, слава богу. Главное, не позорьтесь, не надо вот этих вот дурацких песен и костюмов. Дарэчы, вось бачыў днямі допіс з гэтай вот нагоды святкавання ад Дениса Дудзінскага, і ён праводзіў параўнанне. Я зараз, правда, не знайшоў Дениса хутенька, каб працытаваць, але там сэнс быў такі, што на адзін з гарадоў зараз Дудзінскі, хутенька знайшоўся зараз, калі это ёсць у яго тут. Так,
у Фейсбуку. Так, карацей кажучы, сэнс быў у тым, што святкаванне гэтае вось на 3 ліпеня у адным з гарадоў, таких раённых гарадоў Беларусі, дзе-то там, не памятаю канкрэтна які, там 300 з нечым тысяч насельніцтва, і горад праплаціў прыезд, зрабіў бясплатны канцэрт нейкага чарговага расійскага ноунейма. Я нават не запомніў, як яго завуць, кого-то, ну нешта абы што, ніколі не чуў у жыцці, што гэта такое. І ён кажа, вот скажем, польскі горад Катовіца, там 200 з нечым тысяч жыхароў, і там таксама мясцовыя ўлады зрабілі святочны канцэрт з нагоды там дня горада, здаецца, для мясцовых жыхароў, бесплатны канцэрт. Яны запрасілі Стінга. Ну как бы, ну вот магчымасці, вот Катовіца 200 з нечым тысяч, і она взяла, запросила Стінга, і вот беларускі горад 300 з нечым тысяч, і запросили нейкае вот расійскае вот чарговае абы што. І ён кажа, ну вот можа быть культура вот там ці што, але ці ў культуры справа, ну вот такія фінансавыя магчымасці, ці вот як ты, ці это ўсё ж таки скіраванасць, вот что там на Россиюшке, там вот как бы что-то годное, а там вот некие там стинги гэтые, полисы гэтые, там ці что это там такое. Мы этого не знаем, мы этого не понимаем. Дима, а кто, кроме российской шушеры, поедет в Беларусь сейчас? Кто из нормальных артистов, зная, что происходит, зная, какое участие мы принимаем в войне, приедет в Беларусь куда-то выступать за любые деньги? Ну, мне кажется, ни один уважающий себя артист не поедет. Поэтому едет вся эта шушера. Мне удивительно, а что они не пригласили сестер Груздевых? Кто там у нас есть? Герман Титов. Ну, у нас же тоже всякого барахла такого достаточно, видишь? Ну, вот они, наверное... Не знаю, ну вот любят они вот этих вот русских артистов. Странно, что Шаман не приехал. Ну, много кого. Газманов мог бы вместе с Шаманом приехать выкрунтасы делать. Ну, обидно за страну, обидно за Беларусь, обидно за то, что там происходит, кого туда привозят, на что люди должны от безысходности ходить. Ну, не все, многие там за радость ходят. Ну, есть, наверное, кого и все-таки за 30 серебряников там сгоняют, вот. Ничего, дождемся и мы когда-нибудь, и к нам приедет Стинг. Я в это верю. Дарэчы, про дачакаемся. Тебе здзівіла ці не, што вот Лукашенко не з'явіўся ні на адным святочным мерапрыемстве, прысвечаным вось 3 ліпеня, ні на афіцыйным там у горадзе, там ні у этого кургана, ні потым на народных гуляннях вечарам? Да мне, честно говоря, до барабана это все было. Ну, дедушка не молодой, старенький. Сколько там Эйсман сказала? Они 25, где-то я записывала. 25 тысяч километров они в этой вот странной длительной командировке пролетели. Ну, во-первых, мы не знаем, как он стрессанул у Путина на Валдае, как его Путин там имел и в какие дыры, понимаешь? До сих пор же тишина. Потом стрессанул, потому что надо было как-то уговорить Си Цзиньпиня с собой встретиться, потому что летел-то он на выпускной сыночки-корзиночки, а тут, ну как это, ты уже прилетел в Китай, и тебя глава государства не встретил. Надо же было поговорить, вот это, уговорить, чтобы его вот приняли. Вот. Ну, это ж тоже стресс, да. Потом волнуйся, собьют твой самолет, не собьют, случится с тобой что-нибудь, не случится. Потом в этой Мьянме, где-то там в Индонезии, хорошо ли спрятаны твои деньги, плохо, не стырили ли их, не присвоили ли их кому-нибудь. Ну, все же это, понимаешь, а плюс еще жара. Вот. Но я думаю, что еще вот все-таки его подкосила немного встреча с Путиным. И, конечно, все это вот, как это сказалось на том, что, видимо, приехала, и уже просто у дедушки не было сил на вот этот вот очередной перформанс перед людьми, вот этот стендап. Поэтому идите вы, мои прихвостни, короче, за меня отдувайтесь. Нормально. Я не думаю, что кто-то очень расстроился. Вот ты расстроился. Вот мне вообще было до фонаря. Вот как-то вообще. Он бы ничего нового нам не сказал. Очередную чухню про то, какие мы миролюбивые, да, загонял бы. Все, мы не хотим войны, мы все дружим. И Зеленский уже все, брат-сват, все, я же прощения попросил. Вот, ну и Володька как бы сват. Ну вот это бы послушали в очередной раз. Ну, сделали мы бы все про это потом выпуски у себя на этих каналах. Ну, и все. И как бы не сделали выпуски. Гайдукевич расстроился, вон такие
кружочки записываў ад кургана, а так бы там нікога асабліва на фоне не было, кроме Качанова, а так бы вот сказал бы, вот мы тут, вот конструктивно все дела. Бедненький Олежка. Ну, я могу ему только посочувствовать. Вот, пускай валерьянки выпьет. Ничего, переживет. Он у нас мужчина крепкий, он знает, как заставить всю страну, чтобы от него тошнило, поэтому ничего. Скажи мне, калі ласка, да цябе звярталася по, ну, я не знаю, может быть, курсы повышения квалификации Аннушка Конопадская? Ну, знаешь, вот калі я пачуў ад яе что-то там, она критиковала Лукашенко и сказала, что это он там вот как-то вот себя ведет, видно, железа в яйцах не хватает. Вот почувствовал, что что-то вот, знаете ли, вот научилась так вот хлестко словом бить, як Оля Токарчук. Слушай, ну, 100% же ей дали добро на это, ну, по-любому. Но должна же все равно создаваться видимость хоть какой-то оппозиции в стране. Вот, и когда уже совсем мягкая оппозиция, ну, как говорится, по Станиславскому «не верю». Ну, вот я думаю, что она написала список того, что можно сказать про Лукашенко, одобрили яйца, вот, ну, она про них и сказала. Ну, как бы, не верю, ну. Шавроў пытаецца, што па Сергею Ціхановскаму ёсць навіны. Ну, у мяне, да прыкладу, ну, не то, што ў мяне. Я бачыў допісы і відэо са святкавання купалі ў Сан-Франциско, і Сергей Ціхановскі прыехаў да іх на святкаванне купалі. Там ладзіў разам з імі, танчыў, дапамагаў прыгожваць і ўсё такое. То бок, ну, как бы, вось, жыве сабе ў ЗША, не адрываецца ад беларускай тусоўкі, нават вот адкрыў для сябе купальля святкаваць. Вот такія навіны жыццёвыя. Я не ведаю, может быть, у Ольги есть яшчэ нейкія там навіны. Нет, у меня тоже нету. Я за ним не слежу, за его деятельностью. Не надо меня ассоциировать с Сергеем Тихановским, и что я тут отслеживаю каждый его шаг абсолютно вообще. Все равно, если где-то его какое-то там интервью или в какой-нибудь, где он там в газете, кто-то его напечатал, я могу пролистать, прочитать. Больше мне не интересно. Он пропал, к сожалению, абсолютно с белорусской повестки, с белорусской политики. Может быть, не к сожалению, и к счастью даже. Вот. И поэтому, ну, живет и живет, на здоровье, пускай живет, радуется. Ну, а мы тут выживаем, как можем, боремся, как можем. Вот он купальни празднует, а мы, вот видишь, с тобой вот с пропагандой боремся. Ну, каждому свою. Ну, одно ж другому не перашкаджае, можна вот пайсці адсвяткаваць купальні, набрацца энергіі вось такой вось паганскай нашай спрадвечнай беларускай, а потым з новымі сіламі змагацца з прапагандай. Дарэчы, карыстаюся момантам, заклікаю ўсіх, хто гэтага яшчэ не зрабіў, па-першае, падпісацца на YouTube канал Ольгі Токарчук, ну і на іх таксама сумесны YouTube канал Вечаровы кефір. Вельмі цікавая, калі вам не хватае вось тых подрываў і эмоцый, якія Ольга дэманструе у нас у эфіры, то, калі ласка, заходзьце туды, там это здараецца часцей, вот, а у нас зато яскравей, можа быть. А для гэтага не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. Ольга, яшчэ хотел... Только у меня добавление, что сейчас Вечаровый кефир временно пару недель в отпуске, поэтому мы выйдем уже в конце июля. И еще у меня есть ТикТок, его прорвало. Дима, короче, я теперь звезда ТикТока. На меня просто тысячами подписываются люди, поэтому вам тоже советую подписаться. Вот, каб быть ближэй до зорок. Для зоркі адной хотя бы вот таким чынам. Слухай, хотел с тобой яшчэ одну тему такую абмеркаваць. Усе чакаем чарговага прыезда Коула, анансаваў ён яго ўжо некалькі разоў, падтрымліваў гэтую інтрыгу кароткімі каментарамі то аднаму там прадстаўніку Беларусі, беларускага дэмсілаў, то там другому, то ён там адкаментаваў пытанне Гурневіча, то каментаваў допіс Кавалеўскага, то Святлане Ціхановскай нешта там адпісаў. Усе чакаем. І вось на фоне гэтага чакання мы бачым, што працягваюцца рэпрэсіі.
Ну і здавалася б, там некага ізноўку злавілі там неправільны лайк за неправільны каментар. Ну у сённяшніх умовах, калі там палова краіны, калі не более, это экстрэмісты, тэрарысты і все астатняе там, і тыя, хто толькі і думае, как бы ім вот нежную натуру Лукашэнкі закрануць, абразіўшы яго каментарамі у соцсетках, то вот табе выпадак, людзі пайшлі, просто скарыстаўшыся добрым надвор'ем, на пікнік. Собраліся там 18 чалавек, пікнічок зладзіць, без нацыянальнай сімволікі, без лайкаў, без каментароў, без нават 3 чарапахі не спявалі, я так подозреваю. І оказывается, і пікнік зладзіць без адпаведнага дазвола ад Мінгарвыканкама, так разумею, немагчыма. І людзей адвезлі у Первомайскі, мой любимый Первомайскі. РУС, як яны потым пішуць, іх там трымалі пэўны час, потым склалі нейкія протаколы, далі падпісаць так хутенька, што не далі нават прачытаць, што яны там напісывалі, і людзі пішуць такія: ну вот мы подписали, там що там, вот, нам, правда, не знаем, что мы подписали, ну как думаете, пронесет? Как ты там пишешь, как казала, ну, перефразуючи, там 5-й год война, а 6-й год шли репрессии. Пронесет? Ну, во-первых, мы же не знаем, что нашли в их телефонах. У них же у всех проверили телефоны. И что там было. Если что-то и нашли, может быть, где-то для себя сделали какие-то пометки, взяли этих людей на карандаш. Я не знаю. Я, во-первых, в шоке. Я не понимаю, что плохого в пикнике. Ну, просто дичь вообще, что творится в Беларуси, да, это первое. Второе, как вы могли подписывать бумаги, не читая? Ну, берете просто и не подписываете, все. Или просите дать почитать, что вы подписываете. То есть я за все время моих задержаний административных и уголовных вообще посылала их нахер и ничего не подписывала. Даже то, что мне давали читать, понимаешь? Ну, как можно? Вы вообще без понятия, что вы подписали, и как потом, и что это за бумажка, и как она потом может быть использована против вас. Поэтому я не знаю, пронесет или нет. Тут много вопросов, опять-таки, с телефонами, с подписками, лайками, комментариями. Они пошли на пикник. Я не думаю, что если это люди думающие, которые нет-нет, да посматривают какие-нибудь независимые телеграм-каналы или ютубы и так далее, не думаю, что они шли на пикник и чистили заранее свой телефон, потому что вряд ли нормальный человек может подумать, что его могут задержать за пикник, понимаешь? Ну, что ты на травке посидел. Ну, поэтому не знаю. Я желаю этим людям, чтобы их пронесло, но всем совет, всем белорусам, ну, видимо, вы теперь выходите из дома, чистите телефоны, не ходите на пикник и, пожалуйста, не подписывайте бумаги, которые вы не читали, потому что вы никогда не знаете, что в них может быть. Ну, как можно подписать? Ну... На гэтым фоне, як ты лічыш, ўсё ж таки ёсць сэнс у затрымцы прыезда Коўла, тому что, наколькі я разумею, падчас апошніх свайго візіта ён узняў тэму, что ну вызваленне гэта добра, але вот хацелася б і спынення рэпрэсій, а спынення няма. То бок, можа, гэта прычына таго, што нейка вот все візіты наступны прыезд неяк откладаецца, што новыя умовы пастаўленыя. Нет, я думаю, что тут Лукашенко понял, что он сильно ничего не получает от того, что выпускает политзаключенных, и, наверное, его какие-то требования не выполняются. Но это мое мнение. Вот. А репрессии и не прекратятся. Лукашенко, во-первых, ну, люди ж выходят не только по помилованию и по Коулу, люди выходят и когда срок заканчивается. Лукашенко нужен новый товар, новые пленные. Лукашенко надо держать всю страну в страхе. Лукашенко никогда не простит нам 20-й год, и он отомстит абсолютно любому и каждому, кто в 2020 году вышел или был против него, там, не голосовал за него. Вот. Это первое. А второе, я думаю, он и не может уже остановить этот маховик репрессий. Все, потому что он уже настолько разогнался, что уже от одного стоп ничего не будет. Уже силовики в раж вошли, уже менты в раж вошли, все вот эти вот работники всех этих ГУБОПик и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, пока что
ну, нереальным прекращение репрессий. Вот, и поэтому, скорее всего, Коул не из-за этого. Коул, скорее всего, приехал, потому что Лукашенко не захотел отпускать партию какую-то, потому что не... Ну, вот видишь, было ж, помнишь, это попытка жалко Америки, чтобы этого, про Калийку, да, что Польша, Украина и Литва разрешили, вот, да, открыли, разрешили Калийку возить, то есть нет. Ну, я думаю, что это где-то вот с какими-то вот такими штуками связано. Мне так кажется. Ці бачыла ты апошні выпуск праграмы Саша Івуліна, інтэрв'ю яго з былым палізняволеным Кімом Самусенко? Нет, еще не успела. Кім, калі там зайшла размова про вызваленні і про тое, что ну вот як гэта дамагацца, ён сказаў: слухайте, я супраць катэгарычна таго, каб здымалі санкцыі, каб вот вызваленне адбываліся праз такую как бы вывод з ізаляцыі рэжыма, праз яго прызнанне, праз вот это спыненне ціска эканамічнага санкцыйна і гэта далей. Так яму сказали: ну конечно, табе зараз лёгка гаварыць там у каментарах, ты ўжо на свабодзе. Он кажа: я калі і сядзеў і ведаў, што вот гэтыя працэсы пачаліся, я быў супраць таго, каб мяне вызвалялі ў адмен на зняццё пэўных санкцый. Кажа, і вот шмат хто з тых, з кім я сядзеў, таксама выказвалі такое меркаванне. Все ж таки это до гэтага часу вельмі такое, ну, пытанне спрэчнае застаецца, потому что, ну, адныя кажуць са сваёй пазіцыі тых, з кім яны гаварылі, што трэба, как бы не трэба здымаць, трэба ціснуць і гэтак далей. Другія кажуць, што трэба вызваляць, там людзі знаходзяцца ў нечалавечых умовах, іх трэба, можа быць, нават ад смерці ратаваць, і таму трэба рабіць усё магчымае і здымаць любыя санкцыі, каб іх вызваляць. Ты на якім баку ў этой дыскусіі? Ну, я же уже миллион раз высказывалась. Я тоже поддерживаю Кима, я против снятия санкций только благодаря санкциям и давлению на Лукашенко люди и выходят. И опять-таки уже что же, господи, эта тема перемусолена, что санкции не только ж Америка наклала, и Евросоюз. Вот. Поэтому если сейчас договоренности с Америкой, то для Лукашенко это капля в море, ему нужен Евросоюз и те санкции, которые наклал Евросоюз. Вот. А тут уже решать Евросоюза, никак не Америки, Америка на них в этом плане никак натиснуть не может. Вот. Я считаю, что любые снятия санкций с именно Лукашенко, там, его режима, это признание легитимности его. Вот, что, ну, то есть он начнет, у него развязываются руки, он начинает там торговать, чувствовать себя более вальяжно, где-то кто-то начинает с ним вести какие-то дела, вот, и по итогу мы придем к 2019 году. Ну, я против этого. Для чего тогда жертвовать всех тех людей, которые сидели, сидят и будут сидеть? Ну, прынамсі, одна сёння прыемная навіна прыйшла, ну, по крайней меры, для лукашэнкаўскіх генералаў і вышэйшых афіцэраў, што ніхто іх пасылаць на бойню ва Ўкраіну не будзе. Вот, правда, там пра ўсіх там... То есть Лукашенко так и сказал. Лукашенко заверил офицеров, что никто их в эту бойню посылать не будет. Наконт усіх астатніх как-то вот застаются пытаннички, але ну хотя бы вот ну, пэўнай частцы вот людей прыемное сказал. Ну, офицеры, для чего они? Они должны усатую задницу защищать. Не для того он их взращивал, вскармливал левой грудью, держал возле себя, дарил им дома, левой машины, грудью квартиры. Он спортсменов вскармливал, а это правой. Да. Добро, неважно. Я рада, что у него есть груди. Я зимой, когда он купался, заценила их. Так вот, и поэтому не для того, что он их этого вот все блага им создавал для жизни. Вот теперь они будут его защищать, а про остальных все правильно. А остальные, не знаю, я говорил только про офицеров. Я вот такой вот человек. Но если что-то, вы же меня знаете, я никогда не вру. Я слово дал, я слово забрал, и ничего вы мне за это не сделаете. Ну, как-то так. Поэтому посмотрим, что будет. Когда Лукашенко что-то обещает, жди наоборот. Да, ну да, было уже такое про девальвацию и все остальное. Ну,
тым больш что мы ўжо 30 гадоў чакаем, когда нам расскажут много інтарэснага про то ці пра іншае, там відэакасеты яшчэ с разгона Верховного Совета 13 склікання абяцаў показать. Вот как-то видимо нет, там отцифровывают. Три вещи я жду, когда нам покажут. Как его расстреливали на границе, но он не сдался. Как сказал Гришка, что Лукашенко летал под бомбами НАТО. Вот, очень хотела бы тоже посмотреть. Ну и, конечно, карты. Дима, ну мы уже 5-й год ждем эти карты, эти 4 направления. Вот как сказал, покажу. Вот все никак эти загадочные карты не покажет. Вот не могу я. Не дают они мне покоя. Понимаешь, по ночам снятся мне эти карты. Вот так вот. Нет, чтоб Римская империя снилась. Какие карты лукашенковские снятся. Знаешь, как сказал Трамп, нету у него карт. Все. Да, Трамп такое сказал. Не, ну я жартую. Ну, в sensie, перефразую, что Трамп же умеет сказать, что там у вас нету карты, все. Дякую, вялікі Вольга. На сёння мы с тобой развітваемся, як заўсёды умееш эмацыйна, але шчыра апісаць свае ўражанні ад тых падзеяў, якія вакол нас адбываюцца. Каб часцей слухаць тое меркаванне Вольгі, подписывайтеся на яе YouTube канал і на яе TikTok. Там ты зорка, да? С мільённымі подпіскамі. Ну і безумоўна подписывайтеся на YouTube канал Еврорада. До сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь. Живи вечно. Пока.